Здравствуйте! С вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. Мы сегодня в гостях у депутата Якутской городской думы Станислава Сивцева. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Я был сегодня на встрече главы города Якутска Евгения Николаевича Григорьева с застройщиками и увидел, что, оказывается, в принципе, застройка ведется планово, да? По определенным планам, по определенным проектам. Ну, совещание разделялось на два вопроса. По первому вопросу, это какие объекты вводятся в 2023 году и какие имеются текущие проблемы в ходе строительства для того, чтобы своевременно сдать эти объекты в эксплуатацию. Ну, это текущий рабочий вопрос, да, вот. Ну, а акцент стали делать на вторым разделом вопроса, повестки дня вопрос стоял, это по привлечению к аукционам на сформированные земельные участки для застройки. Эти участки не являются программными, как под развитие застроенных территорий. Это дополнительные участки, да, получается? Да, это дополнительные участки, которые повлекут за собой, скажем, поступление в местный бюджет. И деньги от застройщиков, которые захотят и победят конкурс, этот аукцион, да, кто сколько предоставит, кто сколько сможет предоставить, и чья цена остановится на определенной цифре, да. Вот, и, скажем, эти деньги пойдут в бюджет города Якутска. Надо сказать, что это совещание действительно очередное, действительно процесс строительства и подготовки к строительству в целом по развитию территорий. Это, скажем, история, в которой вовлечены довольно большое количество разных участников, да, и вот на стадии взаимодействия действительно могут возникать определенные, скажем так, моменты, которые необходимо проговаривать, которые необходимо прорабатывать. Не реже, чем раз в квартал глава сам встречается со всеми крупными застройщиками, инвесторами, девелоперами. И мы стараемся вот по текущим, по постановочным вопросам прорабатывать, чтобы потом в авральном режиме, скажем так, не решать какие-то там нерешаемые задачи. Да. Стараемся доводить информацию по нашим планам по развитию территории, где у нас планируется земельные участки под аукционы, под жилищную застройку, да, какого формата эти земельные участки. Также с этого года мы активно планируем внедрять механизм комплексного развития территории. Да. Вот уже, скажем так, первый аукцион на 53-й квартал у нас уже объявлен. У нас еще по планам стоит 55-й квартал, 63-й квартал. И вообще в целом по проработке, которая у нас сейчас ведется, да, еще порядка 5 кварталов мы планируем в целом по механизму КРТ реализовывать. Да. Вот сейчас уже мы до наших коллег-застройщиков информацию доводим, чтобы они могли планировать, чтобы они могли ориентироваться в части своих инвестиционных мощностей, да, взаимодействия с ресурсными организациями. То есть вот в начале года мы такие планы выстраиваем. Да, у нас очень такие большие задачи по вводу жилья в целом на этот год по многоквартирным домам. На сегодняшний день у нас 26 разрешений на строительство выдано, по которым планируется ввод в этом году. В своих программах я говорил о том, что главный архитектор города Якутска говорит о том, что районы города от Сайсар до Залога и, можно сказать, и Гагаринский округ, да, будут застраиваться частными застройщиками. И вот здесь вот этот вопрос меня сильно заинтересовал, потому что частным застройщикам, которым вы являетесь, да, достаточно нынешних реалиях рынка очень сложно построить, как у нас говорят, быстро. По размерам участков я могу сказать, да, там все зависит в зависимости от проекта. Вот. Какой проект могут разместить на этом участке. Эти участки в границах сформированы, и там уже технико-экономические показатели предусмотрены. То есть объем объекта. Вот. До скольки этажей, до какого объема и так далее. И, соответственно, застройщик должен примерно для себя сопоставить и представить, какие проекты он может там реализовать. Вот. До точности сказать сейчас, что именно вот такой дом строить будут, там такого не звучало. Там сказали, что есть сформированы земельные участки по правилам земельного пользования в зоне жилой застройки. Вот.
Есть зона жилой застройки Ж6.2, Ж6.3, Ж6 там среднеэтажная и многоэтажная. Вот. Вот эти участки предлагали. Это под аукцион. Вторая часть вообще вот аукционов, это сформированные земельные участки уже в территории города, на территории города, где находятся постройки, подлежащие сносу. То есть ветхое либо аварийное жилье. Это комплексное развитие территорий. Есть разные механизмы, по которым застройка ведется. Да, если мы говорим о механизме КРТ, комплексное развитие территории, это решение, которое принимается в границах определенных земельных участков. Там могут быть земельные участки обремененные, да, то есть там на сегодняшний день может находиться, скажем так, аварийное жилье, да, или жилье, подлежащее сносу, то есть оно по механизму изъятия выкупается, то есть это обременение ложится на плечи застройщика, но в свою очередь он получает большую территорию по результатам аукциона, да, которую он может развивать, то есть формировать там стартовые площадки, да, определять этапность реализации и постепенно, вот допустим, по 53-му кварталу у нас установлен срок аренды земли 12 лет, да, в течение этого времени поэтапно он должен, скажем так, землю высвободить, предложить механизм изъятия, расселения граждан, да, из, допустим, аварийного жилья и реализации своего инвестиционного проекта. Это вот один механизм. Другой механизм – это когда мы даем в аренду муниципальную землю на аукцион, да, ее выставляем, и, соответственно, застройщик, выиграв этот аукцион, да, земля, как правило, там либо без обременения, либо с обременением по сносу, скажем, ветхого жилья, да, то есть эти затраты, они как бы коррелируются, и, соответственно, там при сносе, либо на земельном участке без обременения, застройщик может построить тот или иной объект в соответствии с правилами землепользования. У нас есть документы территориального планирования, у нас есть генеральный план, у нас есть правила землепользования застройки, в которых определены территориальные зоны. И с прошлого года у нас есть разработанный мастер-план города Якутска. Да? Соответственно, там у нас определены основные направления развития жилищного строительства, основные планировочные решения, то есть какие-то территории с учетом существующих обременений и ограничений, да, по тем же, скажем, там, охранным зонам, прилегающей территории аэропорта и так далее, да, там по шумовым подзонам. В общем, определены основные вектора развития, например, жилищного строительства, какая-то реновация территории. Мы стараемся, конечно, все вот эти шаги, которые мы принимаем по реализации проектов КРТ, да, по выставлению муниципальных земельных участков на торги, коррелировать, конечно же, с генеральным планом, правилами землепользования и мастер-планом. Да. Вот вы были свидетелем последнего совещания нашего руководителя города с застройщиками, да, и там озвучили, скажем, о том, что подготовили 85-й квартал по комплексному развитию территорий. Вот. Но уже потихонечку склоняется о том, что нужно хоть как-то расселять с этих, как говорится, районов. Вот. Я считаю, что нужно это делать активнее. Есть мнение вот, в департаменте жилищных отношений о том, что расселять они должны только с аварийного жилья, а с ветхого нет. Это как? Я говорю о том, что у них опыта нету. Почему? Потому что многие зачастую не знают, где какой район развивается, где какой район требует развития и так далее. Вот. Даже если вот взять коллег-депутатов, я сколько на комиссии говорю, я в градостроительной комиссии состою, давайте в план мероприятий составим вот так вот, по округам будем выезжать в эти наши тяжелые участки, где нужно расселять людей. Чтобы мы, депутаты, воочию увидели, как живут наши избиратели, вот, наши избиратели, которым нужно уделять нам в первую очередь депутатам, а потом будем спрашивать с окружной администрации. А в чем проблема? Организацию этих вопросов возлагать должны, соответственно, председатель на аппарат Якутской городской думы, а работа эта должна утверждаться председателем городской думы, и, соответственно, депутаты должны идти по этому плану. Комиссия хоть раз куда-нибудь ездила? Нет, конечно. А почему? Ну, это не ко мне вопрос. Я выходил с этим предложением дважды в 2022 году. Я говорю, выезжать надо, выезжать, смотреть, знать. Тогда будем, как говорится, с окружной администрацией уже работать, как говорится, прямой наводкой, предъявлять, как говорится, требования к работе именно по развитию территорий.
Всю свою историю я сделал, да, 3 нормативных акта. Это какие? Это первый по муниципальному частному партнерству. Второй проект, он не осуществился, о том, что председательствующие должны быть один раз только за всю историю своей депутатской работы. Да? Вот. И третий, это вот по санитарно-защитным зонам. По Вилюйскому кладбищу я внес его в городскую думу, хотя депутаты меня там не поддержали. Нужно начинать с самого себя. Вот, стричь самого себя. Потом, соответственно, понуждать к этому делу окружную администрацию, как исполнительную власть. И тогда уже, как говорится, пойдет вот эта тема. Ну, я-то думаю, это само собой, вроде бы, за качество жизни горожан, т.д. п.п. Все же говорят об этом. Но пополнять бюджет тоже надо. Ну, вот, согласен. соответственно, окружная администрация кидает все силы для работы на бюджет. Вот. Да, он пополнится, наверное, вот, но это вот вопрос по, скажем, развитию территории. Я считаю, что это основополагающее. В первую очередь люди. Ну, значит, надо работать на этих вот территориях, где деревянные дома Да, находятся. да. Обремененные участки – это как раз районы города Якутска, где находятся деревянные дома. Да. И они у нас на сегодня ни в какую комплексную застройку по какой-то причине пока не попадают. Кроме спортивного, я так понимаю, да, в 17-м. Но он же еще не сформирован, это мечта. Он еще не сформирован, Нет, это конечно. мечта. Да. Сформированные кварталы надо не делать не на свободных землях, а именно там, где стоят деревянные дома. Да. Я правильно понял? Да. Ну там же так сложно. А чем военные занимаются? Защищают Родину, А строитель чем должен заниматься? строить, Что это делает? Развивает Родину? конечно. Значит, должны развивать ее. Развивать именно там, где живут люди, которым нужно помогать, на которых нужно уделять внимание, в которых должны вкладывать свои, как говорится, энергию, силу, деньги, вот, ум, профессионализм. Все свои лучшие качества строители должны вкладывать именно в развитие нашего населения, нашего города. И на сегодня мы строим город своей мечты. Так я его правильно скажу? Правильно. Но в данный момент город, самый лучший город на вечной мерзлоте. И оказывается, для этого надо все-таки подумать, какие усилия для этого надо сделать, и чтобы он строился быстро, и чтобы он не был мечтой, а стал реальностью.